Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. ВВП растет очень динамично и достиг более 90 миллиардов рублей. Если сравнивать опять-таки с 2020 годом, это плюс 187%. Так, президент Бадрагун охарактеризовал итоги программ, которые совместно реализовывают Абхазия и Россия на встрече с зампредом правительства Российской Федерации Александром Новаком. Во время своего визита в Абхазию Новак и премьер-министр Делба, а также министр здравоохранения Бутба осмотрели строящуюся детскую республиканскую больницу. Работы идут по графику, их завершение планируется в следующем году. 5 спортивных залов в Абхазии получили новый инвентарь для занятий единоборствами. В Абхазию с рабочим визитом прибыл заместитель председателя правительства России Александр Новак. На границе его встретили премьер-министр Владимир Делба, министр экономики Теймураз Миквабе, посол России в Абхазии Михаил Шургалин и торговый представитель России в Абхазии Залина Кабесова. Детская республиканская больница, которая возводится за счет средств инвестпрограммы, должна быть запущена в конце 2026 года. Первым делом Владимир Делба и Александр Новак ознакомились с ходом ее строительства. Им также рассказали о том, на какой стадии находится строительство площадки под ангиограф. Обо всем подробнее в материале Шазины Ханагуа. Детская республиканская больница строится за счет средств российской инвестиционной программы. Общая стоимость проекта, включая медицинское оборудование, 727 миллионов рублей. Работы идут по графику. Их планируют завершить в 2026 году. На данный момент полностью собран каркас, остался один этаж и чердачное помещение, сообщил начальник УКС Абхазии Демир Гамисоня. На текущий момент строительство осуществляется в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу в Российской Федерации, в главгосэкспертизе. Для наилучшего и наибольшего контроля у нас также осуществляется экспертное сопровождение по данному объекту, то есть все изменения, которые вносятся в рамках строительных работ, они все согласовываются с главгосэкспертизой. У нас помимо основного здания здесь находятся еще 2 парковочные зоны, которые также уже устроены, основная часть проведена. Это 0,3 гектара, это нижняя часть для парковки, 0,24 гектара, да, верхняя часть парковки. Оборудование чье, где, когда будет? Оборудование, значит, перечень оборудования уже согласован с Минздравом. Сейчас мы проводим еще раз конъюнктурный анализ цен, потому что цены по оборудованию часто меняются. И после того, как экспертиза их подтвердит, уже будем заниматься. Пока не закупали? Пока еще нет, пока еще необходимости в этом нет. Строительство детской республиканской больницы является социально значимым проектом. Это позволит расширить возможности по оказанию специализированной помощи детям, включая высокотехнологичную медицинскую помощь. Кроме того, проект предусматривает создание комфортных условий пребывания детей в медицинском учреждении, в том числе совместно с родителями. Больница рассчитана на 65 коек. Знаете, вот тут будет создан такой медицинский кластер. На территории республиканской больницы будет построена республиканская детская больница. Вот за моей спиной основной корпус республиканской больницы. Это логистически правильно. Это все будет на одной территории. И дети, и взрослые с точки зрения врачебного сообщества, с точки зрения диагностики и лечения. Потому что на данный момент республиканская детская больница находится в центре города. Если какие-то сложные случаи, мы врачей туда привозим или сюда на какие-то обследования. Поэтому все будет находиться в одном месте. Это такой будет большой медицинский кластер. И это будет очень удобно для наших граждан и для отдыхающих. Виды помощи будут диагностические. Здесь отделения будут хирургия, будет лор-отделение, будут профильные диагностические исследования, проводиться компьютерная томография и прочее, и стоматологию планируем. Существует дефицит узкопрофильных специалистов, однако, по словам Эдуарда Бутба, Российская Федерация и Министерство здравоохранения активно помогают в решении этой проблемы. В настоящее время в республике находятся медики из России, педиатры и инфекционисты. Они локализованы в Гагре, Гудауте, Тхуарчале и Сухуми. Очень важный объект для Абхазии, для детей, для того, чтобы обеспечить своевременную качественную помощь медицинскую. И стройка идет, надо ее в сроки завершать.
со стороны России будет помощь оказана для того, чтобы инвестиции эти были обеспечены. Потому что это действительно то, что мы видим, как это будет выглядеть, это очень современное учреждение здравоохранения. И, конечно, это улучшит оказание помощи. Поэтому надо достраивать, реализовывать в сроки. У абхазской медицины появятся новые возможности после запуска ангиографа. Оборудование поможет диагностировать и лечить сердечно-сосудистые заболевания. Ежегодно в этом нуждается более 750 человек, которые сейчас вынуждены уезжать в Россию для получения соответствующей помощи. Благодаря помощи Российской Федерации у нас впервые на территории Республики Абхазия строится помещение для эндоваскулярной хирургии. Ангиограф приобретен уже благодаря помощи еще раз Российской Федерации, уже здесь находится на территории, доставлен. Значит, будут проводиться коронарографии, стентирование, потому что сегодня на территории Республики Абхазия такого оборудования не было, это впервые за 30 лет. Мы отправляем в Сочи, в Краснодар, в Лачаповского, в Первую Краевую, но это золотой час, он не всегда выдерживается. Специалисты приедут на первом этапе, нам помогают, будут помогать. Но у нас есть местные специалисты, которые прошли обучение, работали долгое время на территории Российской Федерации, поэтому они также уже будут востребованы. Для ангиографа на территории республиканской больницы строится новое помещение, которое соединится с главным корпусом медучреждения. Запустить центр планируют в сентябре. Шазина Ханагу, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. До 400 миллионов долларов вырос товарооборот между Абхазией и Россией. В республике отмечается и рост экспорта, что говорит о развитии экономики. Президент Бадрагунба встретился с заместителем председателя правительства России Александром Новаком. Они обсудили вопросы реализации совместных программ социально-экономического развития страны. Александр Валентинович, добро пожаловать. Рады вас видеть в Абхазии, в Сухуми. Для нас очень важна поддержка Российской Федерации. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить руководство Российской Федерации за ту поддержку, которую оказывает нашей республике. Безусловно, те возможности и те сложности, с которыми сталкивается республика, так скажем, непростые, но при поддержке Российской Федерации получается преодолеть очень много сложностей, проблем. Хотел бы поблагодарить вас лично за ваше отношение к нашей республике. Вы являетесь сопредседателем межправкомиссии с российской стороны. И сегодня в рамках вашего визита пройдет очередное заседание межправкомиссии по социально-экономическому развитию и сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Для нас очень важна реализация тех программ, которые мы наметили. Хотел бы, наверное, подвести некоторые итоги предыдущей программы соцэкономразвития 22-25. Мы можем считать ее весьма положительной с учетом тех результатов, которые мы достигли к 2025 году. Хотел бы несколько из них обозначить. Это, конечно же, товарооборот превысил более 400 миллионов долларов. Если сравнивать с 2020 годом, это 250 миллионов долларов. Это довольно-таки значительный рост. ВВП растет очень динамично и достиг более 90 миллиардов рублей. Если сравнивать опять-таки с 2020 годом, это плюс 187%. Это довольно-таки серьезные показатели, которые показывают и отражают реализацию тех программ, которые мы совместно реализовываем. Конечно же, в рамках вашего визита у нас будет возможность обсудить и будущую программу 2630, программу соцэкономразвития. Уверен в том, что и реализация этой программы придаст особый импульс развитию экономики нашей республики. Еще раз позвольте поприветствовать вас, поблагодарить за все те усилия, которые вы реализовываете. Добро пожаловать. Спасибо большое, уважаемый Бадр Зурабович. Во-первых, спасибо большое за возможность встретиться с вами в преддверии заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между нашими странами. Мы ее проведем в этом году здесь, в Республике Абхазия. Последний раз проводили в Москве. И основная цель наша – это, конечно, придать дополнительный импульс
развитию экономики Республики Абхазия, социальному развитию, экономическому, в соответствии с теми договоренностями, которые были достигнуты между вами и президентом Владимиром Путиным во время визита в Москву 10 мая. И на этой встрече обсуждались все направления развития сотрудничества. Как вы отметили, за последние 4 года успешно реализовывалась социально-экономическая программа по развитию Республики Абхазии. Действительно, на 60% вырос объем торговли между нашими странами. И даже мы наблюдаем в 2025 году уже по результатам нескольких месяцев этого года прирост торгового оборота составил более 30%. И что важно, это не только экспорт из России, а значительно увеличился экспорт из Абхазии в Россию продукции. И это говорит о том, что экономика развивается, и Россия оказывает поддержку социально-экономическому развитию Республики Абхазия, потому что Республика Абхазия для нас надежный и дружественный партнер. У нас общие идеи, общие инициативы, одинаковый взгляд сегодня на ситуацию в мире, на то, что мир должен быть многополярным. Мы благодарим отдельно Республику Абхазия за поддержку России в рамках специальной военной операции и ценим участие абхазцев в этой операции. И, конечно, сегодня мы видим огромный потенциал по развитию Республики Абхазия и вместе с Россией. Здесь и развитие сельского хозяйства, и поставок продукции в Россию. Здесь и туризм, безусловно, важное направление составляет. Мы должны в рамках межправкомиссии рассмотреть вопросы и гармонизации законодательства, которое должно снижать административные барьеры между нашими странами для развития торговли, малого и среднего бизнеса и привлечения инвестиций, безусловно. И это самое главное направлено на повышение качества и уровня жизни всех абхазцев здесь проживающих. Поэтому спасибо большое еще раз за возможность обсудить эти вопросы с вами. И мы продолжим это на нашей встрече с председателем правительства. Вопросы реализации совместных программ социально-экономического развития Абхазии обсуждались и на заседании межправкомиссии в узком составе. Заседание прошло с участием президента Бадры-Гунба и заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака. С момента признания независимости Абхазии республика получила более 76 миллиардов рублей российской помощи. Восстановлено и построено более 78 объектов социальной инфраструктуры. Развиваются социально-культурные, гуманитарные связи, расширяются возможности для граждан в сферах образования, спорта, здравоохранения и социальной защиты. Итоги совместной работы по повышению уровня социально-экономического развития Абхазии в период действия госпрограммы на 2022-2005 годы и первоочередные задачи на последующие годы стали темой 20-го заседания межправкомиссии, которое прошло под сопредседательством премьер-министра Абхазии Владимира Делба и зампреда правительства России Александра Новака. По итогам заседания был подписан протокол, после чего участники встречи ответили на вопросы журналистов. Репортаж Гунды Шоуа. Открывая заседание, премьер-министр Абхазии Владимир Делба отметил положительную динамику в развитии экономических связей и подтвердил готовность к дальнейшему расширению взаимовыгодного партнерства. Нам удалось достигнуть заметных результатов в социально-экономическом развитии. Об этом свидетельствует значительный прирост ключевых индикаторов развития экономики, таких как валовый внутренний продукт, инвестиции в основной капитал, уровень реальной заработной платы, доходы государственного бюджета, занятость населения. Достигнутые показатели являются результатом тесного сотрудничества, эффективного взаимодействия и кропотливого труда российских и абхазских специалистов. Абхазия для России надежный и дружественный партнер, заявил зампредседатель российского правительства Александр Новак, а также подчеркнул, что у республики есть огромный потенциал для развития, который она может реализовать с помощью России. Межгосударственный договор о союзничестве и стратегическом партнерстве 24 ноября 2014 года определил ключевые направления нашего двустороннего сотрудничества.
Сегодня мы совместными усилиями формируем единое пространство обороны, безопасности, гармонизируем законодательство, осуществляем программы развития Абхазии, модернизацию ее социальной сферы. При поддержке России в Абхазии успешно реализуются масштабные инфраструктурные проекты, повышается уровень благосостояния проживающих в республике абхазских и российских граждан, наращиваются культурно-гуманитарные контакты и межрегиональные связи. О текущей стадии реализации государственной программы социально-экономического развития на 2022-2025 годы проинформировал министр экономики Абхазии Теймураз Микваби. На текущий момент по итогам уже анализа 2024 года уровень ВВП в Республике Абхазия составил 90,2 миллиарда рублей, что почти в 2 раза превышает запланированный государственной программой показатель и в 2,9 раза превышает аналогичный показатель по итогам 2020 года, что также говорит об эффективности реализации программных мероприятий. В ходе заседания стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся углубления двустороннего сотрудничества в ключевых сферах экономики, включая энергетику, транспорт, туризм и сельское хозяйство. Предварительные итоги реализации программы позволяют говорить, что российская финансовая помощь в размере 15 миллиардов рублей используется эффективно, констатировал заместитель министра экономического развития Российской Федерации Сергей Назаров. В 2025 году федеральный бюджет Российской Федерации предусматривает для оказания финансовой помощи Республике Абхазия 8,5 миллиардов рублей. Из них на цели социально-экономического развития 5,4 и цели осуществления бюджетных инвестиций и поддержки инвестиционной деятельности 3 миллиарда. По решению президента Российской Федерации на основании обращения Бадра Зурабовича в этом году республике выделена дополнительная помощь в общем объеме 3 миллиарда рублей. За счет этих средств планируется профинансировать это ремонт 22 дорог в населенных пунктах республики в размере 1 миллиарда. И на сегодняшний день, собственно, ведется работа, наверное, в окончательной стадии по утверждению смет, и я надеюсь, что в ближайшее время нам удастся вместе с коллегами освоить эти средства, потому что важное социальное направление – ремонт дорог. По итогам заседания был подписан протокол, в котором зафиксированы основные договоренности и определены приоритетные направления дальнейшей работы межправкомиссии. После церемонии подписания сопредседатели комиссии премьер-министр Абхазии Владимир Делба и заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак рассказали журналистам об итогах пленарного заседания. Мы сегодня подводили итоги, хотя еще до конца текущего года у нас полгода, есть 6 месяцев, но уже сегодня с удовлетворением можно отметить, что заданные целевые показатели по реализации программы 2022-2025 в основном достигнуты. Особо было на заседании отмечено и результаты инвестиционных проектов, которые реализуются на территории Республики Абхазия, среди которых самый важный инфраструктурный проект – это восстановление авиасообщения, реконструкция аэропорта и восстановление авиасообщения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Несомненно, такой проект придал значительный импульс развитию социальному и экономическому в нашей стране, как главный инструмент для привлечения новых дополнительных инвестиций в экономику республики. Абхазия является для России важным стратегическим партнером и добрым соседом. И уже на протяжении многих лет Россия оказывает поддержку социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Мы видим, что за последние несколько лет республика уверенно идет в своем развитии вперед, в том числе и по росту экономики, и по социальному развитию, по реализации новых инфраструктурных проектов, по росту заработной платы, валовому внутреннему продукту на душу населения. И Россия оказывает этому поддержку, в том числе финансовую, для того, чтобы республика могла
самостоятельно обеспечивать свое развитие в будущем. Создаются новые инвестиционные проекты, новые рабочие места, и зависимость от внешней поддержки снижается. И это одно из направлений, то, которое было задано как раз при подготовке программы. Подписанный протокол 20-го заседания комиссии определяет конкретные шаги по реализации достигнутых договоренностей и создает основу для дальнейшего развития стратегического партнерства между Абхазией и Российской Федерацией. Гунда Шоу, Рамо Камки, Абхазское телевидение. Президент Бадра Гумба и заместитель председателя правительства России Александр Новак посетили Сухумский международный аэропорт, ознакомились с его работой и оценили перспективы развития. Восстановление аэропорта стало самым масштабным инфраструктурным проектом в республике за последние 30 лет. На сегодняшний день осуществляется авиасообщение с Москвой, Ханты-Мансийском и Нижним Новгородом. В текущий момент аэропорт Сухум в состоянии принимать одновременно до 10 воздушных судов. Из них 2 воздушных судна широкофюзеляжных и, соответственно, 8 воздушных судов узкофюзеляжных. На текущий момент мы расположены вот здесь, на первом-втором месте стоянки воздушных судов. Сейчас мы оперируем в основном для широкофюзеляжных воздушных судов 5-е место стоянки, которое будет находиться, мы покажем, за терминалами. В рамках рабочей поездки президент Бадра Гумба и зампред правительства России Александр Новак посетили завод тихих вин в селе Лабра. Объект построен за счет финансовых средств по программе льготного кредитования. Здесь производят сухое, полусладкое вино до 800 тысяч бутылок, изготовленных из местного сырья ежедневно. Предусмотрены дегустационные туры и посещение ресторана. Бадра Гумба и Александр Новак осмотрели производственный цех и посетили музей истории традиционного абхазского виноделия. К другим темам. Владислав Ардзинба вчера, сегодня, завтра. По таким названиям в Гудаутском музее Отечественной войны народа Абхазии открылась выставка абхазских художников, приуроченная к 80-летию первого президента Абхазии. На выставке, организованной Союзом художников республики, представлено более 50 работ, живопись, графика, декоративное и прикладное искусство. Кроме того, музей подготовил фотоэкспозицию о жизни и деятельности Владислава Григорьевича. В открытии выставки приняли участие председатель Союза художников Виталий Дженя, глава районной администрации Валерий Авизба, директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия. Экспозиция будет доступна до 13 августа. В Абхазском государственном университете начались вступительные испытания. Всего на поступление подано 666 заявлений. 142 выпускника рекомендованы к зачислению в ВАГУ по результатам Олимпиады «Путь к вершинам». Абитуриентам предстоит сдать по 3 экзамена на всех направлениях учебы. После завершения испытаний будет объявлен дополнительный набор на факультеты, куда было подано менее 10 заявлений. Набор продлится до 3 августа. Мы будем продолжать еще набор по тем направлениям, где меньше 10 абитуриентов подали заявление. Призываю всех прийти на эти специальности, которые будут дополнительно объявлены. Специальность идет первым экзаменом. Сегодня у нас в основном только у юристов устный экзамен, это по основам права, у филологов и педагогов это диктант и изложение. Сегодня еще специальность начали сдавать абитуриенты, поступающие на факультет искусства. Это изобразительное искусство, дизайн костюма, ландшафтный дизайн, графический дизайн. Также и актерское мастерство, но, к сожалению, туда тоже было подано только 3
заявление. По поводу правил и количества экзаменов ничего не изменилось. У нас просто в этом году химия идет двухпрофильная. Если раньше мы просто вот принимали химиков, а в этом году химия и экология. Но, к сожалению, вот я говорил, на эту специальность никто не подал документы. Яркие, интересные события ждут жителей и гостей Пицунды с 23 по 25 июля. Ко дню города, который в Пицунде отметят 25 июля, приурочен гастрономический фестиваль. В нем примут участие абхазские и российские производители, рестораторы, кулинары, фермеры. Праздник приурочен ко дню города Пицунды, который в этом году отметят 25 июля. В завершающий день состоится концерт с участием вокальных и хореографических коллективов из Абхазии и России, праздничный салют. Организаторы фестиваля – администрация Гагрского района совместно с пицунской молодежью. Пицунский международный агро-гастрофестиваль, приуроченный ко дню города Пицунда. Это нечто новое, это такого уровня в Абхазии мероприятия еще не проходили. Мы с командой активистов при поддержке администрации города Пицунда, администрации города Гагра создали нечто новое, создали большую масштабную площадку, на которой примут участие краснодарские фермеры и предприниматели, а также наши местные абхазские фермеры, производители экологически чистой продукции. Выставочная ярмарка будет у нас проходить в городе Пицунда. Будет также проходить у нас будет гастрозона с лучшими передовыми рестораторами Российской Федерации, а также наши местные рестораторы будут принимать в этом участие. Мероприятие будет заточено на создание и улучшение отношений с Российской Федерацией, выстраивание каких-то рабочих отношений между фермерами Краснодарского края, фермерами абхазскими. Будем надеяться на то, что фестиваль пройдет на должном уровне. Очень много сил было вложено в организацию данного мероприятия, и будем надеяться, что все пройдет удачно, и люди, предприниматели и фермеры познакомятся друг с другом, обменяются каким-то опытом. Также хотим передать, что это не единоразовая акция. Планируется, что данного формата мероприятия будут проводиться сезонно. И при поддержке общества, государства, я думаю, у нас все получится, и это будет чем-то новым в построении отношений с нашими российскими коллегами. Пейнтболы разного веса, боксерские лестницы и мешки для реакции передал абхазский спортсмен, чемпион мира по боксу Харитон Агрба 5 спортивным школам Абхазии. Инвентарь получили в Сухуме, Гагре, Гудауте, Новом Афоне, Гулерипше. Проект реализуется при поддержке президента Международной ассоциации любительского бокса Умара Кремлева. А Элита Рутюнян расскажет детали. Идея помочь молодым спортсменам Абхазии возникла у Харитона Агрба не так давно. В этом его поддержал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Учащиеся спортивных школ республики благодаря данной благотворительной акции получили боксерские шлемы, гири, гантели и не только. Спортивный инвентарь для занятий боксом Харитон Агрба распределил между секциями Гагры, Гудауты, Нового Афона, Гулерипша и, конечно же, Сухума. Поддержать спорт важно, ведь данная сфера позволяет открывать новые горизонты, развивать дружбу между народами и просто поддерживать здоровый образ жизни. Я не первый раз приезжаю в Абхазию, и так как я сам со сферы спорта, я всегда смотрю, анализирую, и вижу, что спорт движется, я считаю, в правильном векторе, но есть залы, которые нуждаются в определенной поддержке. И хотелось как-то помочь, поддержать, тем более я знаю, как мои земляки за меня переживают, поддерживают, и хочется, чтобы наша молодежь дальше развивалась, росла, у них были правильные условия, чтобы еще больше молодежи приходило и занималась спортом.
Бокс – это не просто силовой вид спорта, это еще и про смекалку, логику и многие другие навыки, которыми необходимо обладать, чтобы добиться успеха. Спортсмены из Абхазии усердно тренируются и показывают хорошие результаты в этом виде спорта. Несомненно, новый инвентарь поможет им в достижении цели. Воспитанники Сухумской юношеской спортшколы бокса, борьбы и тяжелой атлетики получили в дар 6 медбулов разного веса, боксерскую лестницу и мешок для реакции. Я пошел 3 года назад и в 7 классе хотел каким-то спортом заняться и увидел то, что принимают в секцию бокса учеников, и поэтому я сюда пришел. Я в будущем планирую заниматься профессиональным боксом. Благодаря новым инвентарям мы будем еще больше усилий будем прилагать к тренировкам. Можно новые упражнения тоже придумать, сделать какие-нибудь. Мячи можно покидать, выбрасывать. Для мышцы крепкие станут. Удары тоже сильные будут. Дальше хочу по этому виду спорта заниматься, пойти на профессионал, стать олимпийским чемпионом. Бокс пользуется популярностью в нашей стране. Все больше детей хотят заниматься этим по-настоящему мужским видом спорта. Бокс – это не только функциональная подготовка, но и развитие гибкости, координации, скорости принятия решений и психологической устойчивости. В отличие от многих видов спорта, начать заниматься боксом можно в любом возрасте. Для этого нужны только шорты, футболка и удобная спортивная обувь. Айлита Арутюнян, Константин Парулуа, Абхазское телевидение. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 22 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и утром возможен дождь с грозой. Днем преимущественно ясная, жаркая погода. Температура воздуха ночью плюс 20-25 градусов, днем плюс 28-33. Температура морской воды плюс 26 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.